С самого раннего детства мама всегда мне говорила, что ты была уникальным ребенком, потому что тебя никогда было не слышно, не видно. Тебе давали листик, карандаш и все. Ты исчезала, ты в какой-то свой мир уходила, ты начинала рисовать, все вокруг. У нас вообще семья потомственных педагогов, то есть наши все идеи, они как бы поддерживаются всегда, потому что в нашей семье считают, что у девушки, особенно у девушки, у каждой должен быть на руке золотой браслет образования. Я стараюсь орнаменты передавать в работах. Среди южнобережных крымских татар чаще всего использовали геометрический орнамент, то есть ромб, треугольник, круг и так далее. Среди степных крымских татар чаще всего использовался растительный орнамент. И, конечно, мне он и почему-то вот импонирует больше. Как по мне, он такой очень яркий, красочный, я вот это вот очень люблю. В нашем орнаменте есть бадем. Бадем — это девушка. Если бадем, например, с ободком, значит, эта девушка уже на выданье, то есть это будущая невеста. А если, например, ободка нет на бадеме, значит, это еще девочка, маленькая девочка, которая вот только растет. Также у нас есть в орнаменте символ ляле. Это юноша. Юношу обычно всегда изображают рядом с девушкой. Чаще всего с пожеланиями крепкой семьи молодой, чтобы было там много здоровья, много деток, плодородие, изобилие, достаток. И, конечно, обычно всегда расставляют маленькие элементы растительные, которые считаются как защитой. Очень люблю гранат. Гранат для меня это что-то особенное. То есть и символ у граната очень такой сильный. Гранат — это плодородие, это изобилие, это достаток. Зернышки граната — это детки в семье. То есть все вот эти моменты для меня они очень такие трогательные. На данной работе написаны любимые слова Всевышнего, то есть «Субхан Аллах аль-Азим ва бихамдихи», что переводится как «Пречист Аллах, велик Он и хвала Ему». Всегда, когда пишу интерьерные работы, хочется, чтобы они несли в себе определенный смысл. То есть эта работа, например, будет висеть в гостиной, то есть приходят люди, сами люди, которые живут в этом доме, они обращают внимание, и это для них, как можно сказать, напоминанием служит, что есть Всевышний, и что это очень ценно в нашей жизни, и что если ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, то ты всегда должен помнить об этом. Хочется показывать красоту нашей религии, нашего национального орнамента. А у нас очень красиво. Многие говорят, вот, как жаль. Например, портреты нельзя изображать. Но у нас в религии на один запрет есть 1000 дозволенностей. То есть нельзя портреты писать, но можно столько всего красивого создавать и без этого. То есть всегда есть выход из положения. Когда я начинаю работать с золотом, я реально не дышу, потому что оно настолько тонкое, это просто... И буквально любое дуновение, оно тревожит этот листик, а его нужно прислонить ровно, оно отрывается от каждого малейшего прикосновения. Я не знала, что я так сильно полюблю этот материал. Он очень капризный, но, может быть, мне это и нравится, что не просто работать. Процесс работы всегда протекает по-разному, и длительность выполнения работы от этого тоже отличается. Но в то же время бывает такое, что я работу на время откладываю, чтобы посмотреть на нее, подумать, как можно получше сделать, покрасивее и так далее. Но в среднем на одну картину, может быть, недели-две может уйти. В процессе работы я реально такое наслаждение получаю невероятное. И в основном мастера говорят, нет настроения, не сажусь за работу. Я раньше тоже так говорила, но сейчас я поняла, что нет.
настроение вообще не влияет на мою работу. Я когда сажусь, какое бы у меня ни было состояние, я так наслаждаюсь, что, наверное, любое настроение превращается просто в превосходное. Кроме интерьерных картин, я еще очень люблю смешанную графику. То есть именно в этой технике я выполняю некоторые работы, они подобны иллюстрациям книжным. То есть вот это мне очень нравится. И когда-то в детстве я с моей семьей посетили выставку, на которой было сделано общее фото меня маленькой. Я тогда еще даже не подозревала, что вообще как-то свяжу свою жизнь с искусством, и Заремы Тросиновой. Вот. И так получилось, что спустя время, вот уже в нынешнем возрасте моем, и при том, что я уже как бы, да, начинающий, так сказать, художник, у меня есть общее фото также вот с Заремой Ханум. И для меня это, наверное, вот какой-то был знак в прошлом, да, в детстве, что как-то вот я все-таки себя с искусством свяжу. Все эти работы, это как раз вот вдохновение получила от этого прекрасного человека. Преподавать в школе я начала буквально недавно, еще даже года нет. Преподаю декоративно-прикладное искусство. Наша мастерская так и называется, НАР. Когда я начала работать в школе, после первых пары уроков я поняла, что это такой кайф, когда дети приходят, радуются, рисуют с тобой, творят что-то. Это вообще, это бесподобно. И родители радостные приходят. То есть мы взращиваем новое поколение, новую молодежь. Потому что я понимаю, что это наше будущее, и то, как мы к ним относимся, и то, какой мы им пример подаем своим поведением, своими словами, поступками, вот это все, оно завтра будет отражаться. Когда я вижу работы своих учеников, меня переполняет чувство радости, гордости, особенно когда они участвуют в каких-то творческих конкурсах, занимают призовые места и пишут мне: «Фериде Оджа, вот, я поучаствовал вот в таком конкурсе, я занял призовое место, Саулнас, потому что вы меня научили». Ой, это для меня как бальзам на душе, вообще, это для меня самое важное — приносить пользу.